Тем временем спасатели отправили в Амгинский район стройматериалы для восстановления разрушенных домов. О том, как проходила отправка грузов, репортаж Марфирины Алексеевой. 3 грузовика и прицеп с кирпичами отправляются в Амгинский район. Муниципалитет продолжает восстанавливаться после разрушительного паводка. Времени мало, уже первые заморозки появились, поэтому нужно активизировать. И эта работа у нас идет постоянно. И сейчас активная работа продолжается по перевозке стройматериалов, чтобы успеть для социальных объектов учебных, это к 25 августа подготовить все учебные заведения и детские, и для того, чтобы жители успели подготовиться к зиме. 2018 год выдался сложным для якутян. В регионе из-за половодья объявили чрезвычайную ситуацию федерального значения. От большой воды пострадали 12 районов Якутии. Большие затраты на восстановительные работы, считает спасатель, из-за слабых предупредительных мер. Мы знаем, что затопит Колыму и в этом году, и, наверное, и в следующем году затопит. Такие тяжелые грузы надо завозить заранее. Сделать. У нас нету экономических механизмов, чтобы заранее подготовиться. Потому что если подстелишь, то там мягче падать. Потому что кирпичи и рубероид, утеплители возить вертолетами, конечно, это, мягко говоря, нерационально. Мы в прошлом году израсходовали 190 миллионов рублей на перевозку кирпичей вертолетами. Прошлым рейсом в Амгу доставили питьевую воду, еду, одежду, раскладушки. Сегодня стройматериалы. Восстановление социальных объектов должны завершить уже осенью. Марфирина Алексеева, Джилустан Иннокентьев, Якутск.